Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починається країна». Когда цвели яблони и груши, в саду Владимира Клопова весенняя пора больше напоминала зиму. Все было в белых цветах. Садовод со стажем признается, что каждому дереву, а у Владимира их около 1000, подход индивидуальный. Хозяин даже песни некоторым поет. А дача, говорит, соответствующая, каждый год с урожаем, но не песня единой. Люди говорят, что там яблоню посадил, она сама растет, собрал яблоко и продал. На самом деле это не так. Яблоко это надо, чтобы вырастить, надо труд круглый год. Вот. От зары до зары надо ухаживать за яблоней, как говорится, чтобы было все комфортно и расти. Тогда будет все нормально. А если будешь смотреть, только отдыхать, проезжать под яблоней, ничего не будет хорошего. На Полоцкой земле верят, что именно в день яблочного спаса необходимо сорвать самое большое яблоко с маленького дерева и закопать его под самым старым, чтобы следующий год был не менее урожайным. Такой же обряд на будущий урожай провели и в саду Эдуарда Лопеза. Садовод на своем участке выращивает не только яблони, последнее время слабостью хозяина стали и груши. У Эдуарда их ни много ни мало, 1,5 десятка, но все особенные. Груши у нас редчайшие сорта. Я специально делаю коллекцию по грушам. Сейчас 15 сортов груш. Самые эксклюзивные – это черемшина, аромат, тонкий аромат розы чайной. Вот. Ну и просто Мария. Она, груша, когда созреет, она как дыня. Вот. Есть сорта груш, привкус ореха, мускатного. Вот. Каждый сорт груши имеет свой вкус, свой привкус, поэтому мне груши ближе к сердцу. Еще одна традиция, но уже православная, в этот день освящать плоды нового урожая в храме. В Полоцке проходит это все масштабно уже не первый год. Экофест «Яблочный спас» в Полоцке становится районным праздником. Сюда со своим урожаем приезжают жители со всех уголков региона, и все не с пустыми руками. Пироги спекли с яблок, блины с яблок, яблоки запекаем. Наварили уже повидло яблочного, насушили уже яблок, поэтому листьев насушили яблочных, смородиновых, чтобы чай варить. Не кулинарное, а искусство визуальное представляют участники конкурса «Яблочное искусство». Школы, организации и предприятия предоставили свое видение темы малой родины и 75-летия освобождения Беларуси. С каждым годом у нас наши учреждения, они все более и более что-то новое приводят в совершенство и с каждым годом улучшают. И, естественно, креатив здесь присутствует у каждого учреждения. С яблоками и грушами в день яблочного спаса народная традиция связывает многое. В Островщине, к примеру, провели обряд, как это делали наши предки. Выбрали самый богатый сад и провели веселое народное гулянье. Мальчишки демонстрировали силу во время обряда перетрясы. Залезали на дерево, и кто больше натрясет яблок, тот и самый сильный. А девчата в это время гадали на яблочной кожуре. Необходимо было срезать ее так, чтобы лента не порвалась. Если разрывалась, то это означало, замуж в ближайший год девушка не выйдет. А тем временем самые маленькие катали яблоки, чей фрукт дальше закатится, тот и победит. Мы стараемся, конечно, традиции наших дедов, прадедов, бабушек как-то вспоминать, не забывать. Вы видели сегодня, что у нас и детей много, то есть стараемся им тоже прививать вот эти традиции, чтобы они помнили и знали, как проводили различные праздники в старину. Вот непосредственно сегодня яблочный спас. То есть вот надо помнить свои корни, свои традиции, свои обычаи, обряды.
Пока молодежь развлекалась, хозяйка сада уже готовила яблочное варенье. Делалось оно на колоде и с обязательным добавлением брусники. Аромат шел по всей деревне, и здесь верили, что чем больше людей соберется на яблочно-брусничный аромат, тем богаче будет урожай в следующем году. В этот день угощения из яблок были главным блюдом на столе по всей Колочине. Сёлета полацкія камунальнікі ідуць на рэкорд. Задача адрамантаваць амаль 70 тысяч квадратных метраў жылля. Мясцовыя спецыялісты рамантуюць дахі дамоў, мяняюць старыя каналізацыйныя і водаправодныя трубы ў падвалах, добраўпарадкоўваюць дваровыя тэрыторыі. Працы вядуць на ўсіх аб'ектах адначасова, з графіка не выбіваюцца. Кіраўніцтва прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўпэўнена, па выніках года задание будзе выканана. Работы ведутся по капитальному ремонту сетей инженерных, в том числе в этом году мы проводим в комплексе и замену электроснабжения мест общего пользования, капитальному ремонту кровель, это как и рулонные кровли, это и скатные кровли, и объекты благоустройства. При проведении капитального ремонта инженерных сетей идет замена стояков канализации, водоснабжения, поэтому мы стараемся находить компромисс с нашим населением, чтобы эти работы выполнялись в удобное для населения время, в минимальные временные рамки, чтобы людям приносить как можно меньше неудобств. Сёлета полацкія камунальнікі адрамантавалі больш за 18 тысяч квадратных метраў жылля. З 15 дамоў, дзе сёлета запланавалі рамонт, 5 ужо здадзены ў эксплуатацыю. Здесь производились работы по капитальному ремонту кровли и по капитальному ремонту инженерных сетей. Канализации, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления. На данном этапе уже работы подходят к концу. То есть остались какие-то мелкие доработки и, в принципе, уже объект готов к сдаче. Все снимали до плит, есть ковер кровельный, стяжка была здесь асфальтовая, разуклонка, все до плиты снималось. Потом весь кровельный пирог, пароизоляция, разуклонка из керамзита, пенопласт-утеплитель, снова пароизоляция, стяжка армированная и новый кровельный ковер. Полностью поменялись парапеты поменялись, все, плиты старые демонтировались, как станковка с примерным покрытием. Вельшахты переложили, какие разрушенные были. У сярэднім полацкія камунальнікі рамантуюць каля 10 падобных дахаў за год. Працы ў доме на Катоўскага 1 скончылі за 3 месяцы. Тут таксама замянілі ацяпленне ў падвалах, стаякі і трубы з гарачым і халодным водазабеспячэннем. Нягледзячы на пэўныя нязручнасці падчас рамонту, мясцовыя жыхары задаволены. Трубы поменяли полностью, то есть это намного лучше, тем более, когда первый этаж, и у нас там в подвале велись ремонтные работы. Раньше, недавно купили квартиру, соседи, которые рядом, они говорили, что были проблемы, когда на первом этаже там забивались трубы. Сейчас уже таких проблем нет и не затапливают, то есть все достаточно комфортно. А вось у гэтым доме рамонт пачаўся ўсяго некалькі тыдняў таму. Зараз ён у самым разгары. На этом объекте капитальный ремонт инженерных сетей, то есть в него включена замена в подвальных помещениях отопления, горячего, холодного водоснабжения и циркуляции по подвалу. По стоякам замена ведется холодного, горячего, циркуляции и канализации. Неудобств не возникает. При замене стояка вода отключается на 5 рабочих дней, с понедельника по пятницу. В пятницу утром вода уже дается потребителю. Люди благодарны, говорят спасибо, что сделали, поменяли. У некоторых там где-то что-то текло, канализация, где-то водопровод в квартире по стояку тек. Мы меняем на новое, люди довольны. Сёння полацкае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абслугоўвае больш за 1 600 000 квадратных метраў жылля, а яшчэ займаюцца добраўпарадкаваннем тэрыторый, рамонтам вуліц і дарог. Абавязкаў шмат, і мяркуючы па колькасці падзяк і цёплых слоў у адрас тых, хто стварае утульнасць і камфорт у горадзе і кватэрах палачан, са сваёй працай гэтыя людзі спраўляюцца добра.
Алексей Тимофеевич Голубев, директор коммунального унитарного кинозрелищного и досугового предприятия «Полоцкая киновидеосеть» и парк культуры и отдыха. Ну, наша работа и есть приносить радость или дарить им мечты, позволять им представить себя в каком-то ином образе. И если тот образ, который они видят, им нравится, ну, значит, мы делаем что-то правильное в этой жизни. Прокатиться на каруселях, посмотреть мультфильм, казалось бы, эти радости для детей. Но, будучи профессионалом высокого класса, эрудитом и интеллектуалом, Алексей Тимофеевич остается в душе большим ребенком. А иначе не быть бы ему хорошим директором такого предприятия. Кто из нас не любит кино? Вот с детства вспомните. Раньше кинотеатров было не так много, и все кинотеатры были битком забиты. И ходили смотреть практически абсолютно все, что там показывали. Но парки культуры – это было вообще пик развлечений. Я надеюсь, что это так и останется. Люди будут все равно ходить в кино, будут ходить в парк. Но, во всяком случае, мы все делаем для того, чтобы это так случилось. Полоцк – особый город. Он насквозь пронизан историей. Конечно, хотелось бы, чтобы аттракционы в парке были богаче и ярче, чтобы залы в кинотеатре были современными. Но пока все так, как было когда-то. А это память, это история. И от этого все теплее и душевней. Наша работа, получается, она связующее звено истории. У нас историческое здание кинотеатра, которые помнят и бабушки, и прабабушки, которое было построено в 1938 году. И вот эта историчность, скажем, как-то объединяет людей. И парк, он тоже связан с историей. Алексей Тимофеевич говорит, полочанин – это национальность. Наверное, это действительно так. Во всяком случае, что касается самого Алексея Тимофеевича, он, несомненно, человек, чувствующий свой город, его потребности, его мечты и старающийся им отвечать. Тот, кто живет в этом городе, сам для себя того не осознавая, получает вот эту подпитку начала всего. Есть в этой земле что-то сокровенное, сакральное, если хотите. Очень многие люди начинали здесь свой путь, и даже не полочане, но они получали здесь настолько мощную духовную подпитку, после чего либо становились великими людьми, либо рождали какие-то большие идеи, либо продвигали наш город. Я хочу, чтобы наш город становился краше, процветал, и чтобы люди, которые в нем живут, могли всегда добиваться самого лучшего из того, о чем они мечтают. Полоцк, где починається країна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.